Реабилитация людей с инвалидностью – процесс многогранный. Возможность участвовать в спортивных играх способствует как общей реабилитации человека с инвалидностью, так и улучшению его психоэмоционального состояния. Люди с инвалидностью могут заниматься адаптивными видами спорта, в том числе и настольными, которые также увлекательны и позволяют человеку с инвалидностью интересно и с пользой проводить свой досуг. Несложные правила, азарт соревнований и стремление к победе дают хороший стимул для увеличения физической активности, развития памяти, внимания и общей социальной адаптации. Сегодня мы поближе познакомим вас с имеющимися адаптивными настольными играми для людей с инвалидностью, которые мы используем в республиканском проекте «Спорт без границ», реализуемого в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Джакола. Национальная игра из Голландии. По этой игре проводятся международные соревнования и даже чемпионат Европы. Как адаптивную игру используют спортсмены с поврежденной одной рукой. Игра Джакола подходит не только для развлечения, но и для проведения разного ранга турниров. В игре используется двухметровая игровая доска, расположенная на столе или ножках. Целью является загнать 30 деревянных шайб в небольшие пронумерованные отверстия или арки с 3 попыток. Каждая арка, или как по-другому называется дом, пронумерован слева направо и соответствует очкам 2, 3, 4 и 1. Для каждого набора шайб очки засчитываются с удвоением. Шаффлборд. Спортивная настольная игра родом из Англии, в которую играют на размеченном столе с использованием шайб, которые толкаются рукой. Игра была популярна среди английских солдат и колонистов. Она быстро распространилась и обрела большую популярность, став любимым занятием англичан. Шаффлборд привлекателен своей сутью, искусством, многообразием, конкурентоспособностью, доступностью для молодых и старших, и в том числе для людей с инвалидностью. Цель игры – каждый из игроков поочередно направляет все свои 4 биты таким образом, чтобы они, скользя по поверхности доски, достигли зоны с наивысшими очками и не упали за края стола. Чтобы очки игрока были засчитаны, его бита должна располагаться на доске дальше биты противника. Этого можно достичь, сбив биту противника с доски или запустить ее так, чтобы она оказалась дальше бит противника. После того, как оба игрока сделали свои ходы, идет подсчет очков. Корнхолл – одна из самых древних американских игр. Первые упоминания датируются еще XIV веком. Играть в нее могут 2 человек или команда, по 2-4 участников. Основной смысл игры, казалось бы, простой – попасть мешочком в отверстие на игровом поле. Однако же для этого нужен определенный навык. Правила игры. Необходимо с расстояния 5 метров забросить мешочек с крупой в лузу, расположенную на наклонной доске, игровом поле. Забросил мешочек в отверстие – получи 3 балла. Промахнулись и мешочек остался на игровом поле – получаешь 1 балл. Причем в последнем случае баллы начисляются, если мешочек сумел удержаться. А так как поверхность игрового поля скользкая, это удается сделать далеко не всегда. Кульбита. Интересная игра, пришедшая к нам из Франции. Дата возникновения игры – конец 19-го, начало 20 века. Игра подходит как взрослым, так и детям. Рекомендована для детских и реабилитационных учреждений. Столешница кульбита опирается на конус, что позволяет игроку совершать самые разные вращательно-качательные движения в попытке разложить разноцветные шарики по лункам. Собственно, слово «кульбита» переводится с французского как «неваляшка», вроде бы нашего Ваньки-встаньки. Условия игры. С помощью вращания доски с игровым полем нужно закатить шары в лунки. Побеждает тот игрок, который быстрее закатит все шары в лунку. В игре участвует 8 шаров, один из которых другого цвета, называется король. Именно он удваивает шары, если вы закатили его в лунку. Имеется несколько вариаций игры в кульбита. Первое – закатить максимальное количество шаров за определенное время, например, минуту или 30 секунд. Второй вариант – закатывать шары можно без времени, пока шары не окажутся в лунках или за пределами игрового поля. Побеждает тот, кто набрал большее количество очков. Игра в новус
морской бильярд, началась в 20 веке. В нее играли английские моряки в портовых кабаках и пабах. Английские моряки использовали эскизы, найденные в скандинавских летописях, для создания столов. Из летописей времен викингов становится ясно, что именно они впервые придумали эту игру. Новус стал популярным именно в среде моряков, потому что игра давала возможность направлять энергию северных, нелюдимых, суровых воинов на мирные дела. Люди отдыхали от долгих морских походов. Пешки и бита в Новусе по форме напоминают хоккейную шайбу. Такая форма позволяет играть, невзирая на дождь и непогоду за бортом. Вначале не было единых правил игры в Новус. Одни правила позволяли считать победителя того, кто забил в лузу больше фишек за ограниченное время. По другим правилам, победителем был тот, кто за меньшее количество ударов забил все фишки. В 1932 году в Латвии были обнародованы официальные правила в игру Новус. Итак, для игры в Новус необходимы специализированный стол размером метр на метр, 2 кия, фишки и пешки. На игровом поле разметка включает центральный круг, светлые и темные боковые зоны. В процессе игры соперники стоят у противоположных сторон стола. Следует расставить 8 пешек в своей зоне. Ближний к себе, вплотную друг к другу и плотно к бортику. Пешки располагаются от центральной линии, по 4 с каждой стороны. Ведут игру прямыми ударами или рикошетными, то есть от борта. Побеждает тот, кто первым забьет все фишки своего цвета в лузы.